плодотворной работой. Завершивший после нашей встречи в Москве предлагается, о чем более подробно останавливаться позднее. Сейчас хотел бы представить участников сегодняшней встречи. Чуть позднее присоединится министр иностранных дел Республики Армения, министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Владимирович Макей. Всех участников заседания Совета министров иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности и пожелать плодотворной работы и приятного пребывания в Душанбе. Также хочу высказать слова приветствия в адрес присутствующих на нашем заседании в качестве приглашенных действующего председателя ОБСЕ, первого заместителя премьер-министра, министра иностранных дел Республики Сербия, господина Ивицы Дачича, главы Центра по предупреждению конфликтов и главы регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, господина Мирослава Янча. Уважаемые представители средств массовой информации, сегодняшнее заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ стало первым мероприятием, запланированным у нас в рамках председательства Республики Таджикистан в организации договора о коллективной безопасности в 2015 году. На заседании главы внешнеполитических ведомств приняли заявление по случаю 70-летия Великой Победы. Оно будет обнародовано и нет нужды подробно останавливаться на нем. Единственное, что хочется отметить, это недопустимость пересмотра итогов Второй мировой войны, принижение заслуг всех без исключения народов бывшего Советского Союза, на долю которых выпали основные тяготы войны. Мы категорически против этих попыток. Народ Таджикистана положил на алтарь победы немало жертв на полях сражений, проявив перед лицом коварного врага образец мужества, патриотизма и героизма, труженики тыла ценой огромных лишений, невзирая ни на какие трудности, не только ковали победу, но и приютили сотни тысяч беженцев из оккупированных фашистами районов Белоруссии, Украины и России, разделив с ними последний кусок хлеба. Только благодаря такому беспримерному подвигу наших предков победа стала возможной. Об этом не надо забывать, особенно молодому поколению. На заседании мы также подробно обсудили ситуацию, складывающуюся в зоне ответственности ОДКБ и в частности в Афганистане. Я поделился со своими коллегами о нашем видении обстановки и проинформировал их о тех шагах, которые предпринимает Таджикистан по минимизации влияния новых вызовов и угроз, с которыми мы сегодня сталкиваемся. Была дана положительная оценка нашей работы по налаживанию каналов связи с властями Афганистана, которые не меньше, чем мы, заинтересованы в стабильности своей страны. Был подвергнут анализу ход реализации решения Совета коллективной безопасности об оказании помощи Республике Таджикистан в укреплении таджикско-афганской границы.
Надо прямо сказать, что текущее положение дел в этом вопросе нас не может удовлетворить.